Вот это у нас заготовочки. Потом мы их стерилизуем. Вот в этих. 160 масок, 8 часов, стандартный размер 18 на 12. Все по ГОСТу, как и полагается. Отличие этих масок от тех, что можно купить в аптеках, только одно. Их шьют с любовью для каждого пациента. Марлевые штук 30 мы можем в день пошить. Другого типа мы только начали, но мы думаем, штук 50 мы их успеем пошить в день. Но мы только недавно начали, от того, что нету их в продаже для своих работников. А потом уже, когда дело пойдет быстрее, мы можем и быстрее, и побольше их пошить. В связи с угрозой дефицита медицинских масок на фоне распространения коронавируса в центре нашли решение проблемы в специально отведенных помещениях, оборудованных швейными машинами. Сотрудники шьют маски для медперсонала и маленьких пациентов. По словам директора, они не для продаж, но если у какого-то учреждения или организации будет острая необходимость, то в стороне не останутся. У нас есть это санитарки, вот, которые тоже в свое время в трикотажной фабрике работали. Я у них спрашивал, вот, сможешь ты сделать маски? Мы образец масок отдали, они сели, скопировали, и из того материала, который мы закупили, начали делать маски. Вот сейчас звонили и сказали, там, для одного учреждения там, порядка 50 масок. Конечно, это малое количество. Конечно, мы чисто можем символически помочь любому, кто сюда придет, без проблем. Маска является барьерной защитой от заражения коронавирусом, передающимся воздушно-капельным путем в бытовых условиях. После 3-4 часов ее необходимо постирать, а после сушки прогладить с обеих сторон. Шьют здесь как одноразовые, так и многоразовые из марли. Сшитые все одноразовые маски укладываются в этот бикс и стерилизуются нашей процедурной медсестрой в этом автоклаве. После стерилизации мы их всех отдаем на использование всем нашим сотрудникам и всем приходящим в реабилитационный центр. Без масок у нас никто не остается. Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции тут советуют соблюдать всем, начиная от медработников до родителей воспитанников. Использовать защитные маски, бахилы, мыть почаще руки, дезинфицировать гаджеты, не контактировать с тем, кто чихает и кашляет. Люди признаются, что стали более внимательно относиться к гигиене. Везде вот идут нехватка масок, а наш центр, директор этого центра позаботился, сейчас тут шьют вот эти маски. У входа стоит урна с бахилами, и ручка также повязана, марлевая повязка, обработанная синтетическим раствором для дезинфекции рук. То есть любой человек, который попадает сюда, он автоматически дезинфицирует сам себя, да, одевая бахилы и обрабатывая этим руки. Реабилитационный центр, он сам вышел из этой ситуации своими силами, своими возможностями. Здесь нет дефицита в масках. Инициатива центра показывает, что выход можно найти из любой ситуации. Можно смело утверждать, что в этом учреждении никогда не будут сидеть сложа руки и будут искать выход из любого положения. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.